Сегодня в России стартовал большой этнографический диктант. Принять участие в просветительском проекте можно очно и в онлайн-формате. Что ждет участников акции и где можно найти подсказку к правильным ответам, подскажет Дмитрий Ковалев. В отличие от тотального диктанта, где проверяют знания орфографии и грамматики, этнографический посвящен культуре и традициям народов России. В тесте 30 вопросов, на ответы 45 минут. Участники акции признаются, сдать экзамен на 100 баллов задача непростая. Так организаторы советуют освежить память об истории страны, но и без логического мышления не обойтись. Есть вопросы, где можно включить логику и додумать ответ, посчитать его, логически вычислить. Но есть вопросы, которые касаются конкретных каких-то обрядов, конкретных каких-то почитаемых животных, предметов. Чувашский национальный музей уже не первый год становится площадкой для большого этнографического диктанта. Внимательные участники акции уже заметили подсказку для блока вопросов о культуре и традициях. Здесь представлена наша знаменитость «Вышитая карта России», которая как раз объединяет культуру всех народов нашей страны. И, как я своим участникам уже сказала, она даже может подсказать где-то ответы. Были конкретные вопросы, почитаемая птица, какие образы на гербе. И пришлось вспоминать экскурсию. И здесь я могу сказать, что карта, если ее знать, она может стать источником подсказок, ответов для этнографического диктанта. Карта, она направляла на нужные ответы. То есть мы понимаем, где находится тот или иной субъект Российской Федерации и примерно какая там природа, какой там климат. Этнографический диктант – это тот инструмент, который позволяет популяризировать вот этот самый интерес, потому что, как и к любому тесту, здесь нужна подготовка. И именно этот момент заставляет нас более подробно начать изучать традиции и культуры нашего народа и наших соседей. Я сама принимаю участие в этнографическом диктанте в первый раз. Количество участников большого этнографического диктанта растет из года в год. В 2021-м на вопросы по всей стране отвечали свыше 2,5 миллионов человек. Когда предложили участвовать, я сразу согласилась, потому что участвую первый год, было интересно. Единственный момент – вопросы, связанные с людьми, которые указывались их достижения, в этом была трудность. А так, мне кажется, что вопросы, в принципе, были не очень сложными. Там указан определенный минимум, который должен знать каждый уважающий себя человек. 10 вопросов связаны с национальной спецификой регионов. К примеру, надо знать, чем отличается Тухья от Хушпу. Бизнесмен и общественный деятель Басам Фатхи Аль-Балуи видит в большом этнографическом диктанте глубокий смысл. Душа России, она не имеет размер, она уникальная, таких в мире нет. И думаю, все, кто сегодня притесняет культуру России, исключает Пушкин, исключает Достоевский, исключает Чайковский, они возвращаются в Средневековье. А Россия останется в цивилизованном мире. Большой этнографический диктант продлится до 8 ноября. Ответить на вопросы теста может каждый на официальном сайте акции. Причем присоединиться к участникам акции смогут и те, кто говорит на английском и испанском языках. Дмитрий Ковалев, Елизавета Цветкова и Николай Скворцов. Республика.